В Абхазии начал работу 12-й международный форум историков-кавказоведов, посвященный сразу 3 значительным датам – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба и 100-летию Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии. Форум, который продлится до 4 октября, собрал ученых-кавказоведов из разных стран мира. Выбор Абхазии в качестве места проведения не случайен. Наша страна является одним из ключевых мест изучения Кавказа, нашего общего дома. С приветственной речью к участникам форума обратился директор АБЕГИ, кандидат филологических наук Арда Ашуба. Один сборник материалов этот форума уже издан, который готовится, увидит свет. Международный форум кавказоведов впервые проходит за пределами Российской Федерации, а именно в Абхазии, не случайно, так как абхазоведение является неотъемлемой частью кавказоведения. Абхазская научная элита формировала не только приоритет развития государства, но и пути возрождения его суверенитета. Президент Абхазии Бадрагунба приветствовал участников форума. Особое внимание мы придаем участию в нашем форуме наших российских коллег и ученых. Мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской Академии наук, где Владислав Григорьевич Ардзинба проработал многие годы и где сложился его ученый авторитет, как выдающийся исследователь истории и культуры Востока и Кавказа. Мы рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, но имеет огромное значение для сохранения исторической памяти. Реконструкция здания АБЕГИ начнется в следующем году. Об этом рассказал Бадрагунба на открытии 12-го международного форума историков-кавказоведов. Буквально недавно посещал институт, общался с сотрудниками, с коллективом. И по итогам посещения института мною были даны поручения правительству о начале в следующем году реконструкции зданий Абхазского института. Форум предоставляет уникальную площадку для обмена опытом и знаниями между исследователями, специализирующимися на различных аспектах истории, культуры и политики Кавказа. В рамках форума планируется обсуждение широкого спектра тем, включая исторические процессы, этнокультурное разнообразие, современные вызовы и перспективы развития Кавказа. Особое внимание будет уделено роли личности в истории и вкладу первого президента в становление современной Абхазии и развитию гуманитарных наук. Доктор исторических наук Аслан Авицба выступил с докладом. Владислав Ардзинба – выдающийся абхазский государственный деятель. Не бывает ни великой родины. Всякая родина единственная и незаменимая. И поэтому война за Отечество есть великая война. И народ, выстоявший в такой войне, достоин восхищения и уважения. Достоин, безусловно, восхищения и уважения лидер, который вместе со своим народом шел на смерть, чтобы жить. На форуме особое внимание уделят вопросам сохранения исторического и культурного наследия Кавказа, противодействия попыткам фальсификации истории и укреплению сотрудничества между научными центрами и институтами. Живой интерес участников вызвал доклад доктора исторических наук, доцента Южного федерального университета Евгения Кринко, посвященный Великой Отечественной войне в исторической памяти современных государств Кавказа. В докладе был отражен контраст в отношении к исторической памяти о войне и памятникам героизма советских солдат в разных странах Кавказа. Я буду говорить не о самой войне, не о событиях войны, не о том количестве героев, которые дал наш Кавказ, разные регионы, какую роль они сыграли вклад, какие травмы пережили, а о репрезентациях, о памяти, о том, что сегодня представляет война, как формировались представления, как формировались знания о войне и что сегодня мы имеем в этой связи. И это не только история, это еще и политика определенным образом, да, потому что память – это еще идентичность. Вот то, что нас объединяет или может разделять. Международная конференция продлится до 4 октября. В рамках мероприятия будут проведены пленарные заседания, дискуссии, круглые столы. Также для гостей Абхазии подготовлена культурная программа «Гунда-шоу» Алексея Гухава, Абхазское телевидение.